Зажигательные лезгинка и волнующие ингушские напевы – все, что манит ценителей национального колорита, было продемонстрировано в Санкт-Петербурге, где прошел концерт с участием ингушских артистов. Это яркий штрих к дням культуры Ингушетии в северной столице. Мероприятие приурочено к выборам президента страны 18 марта. Актовый зал архитектурно-строительного университета Санкт-Петербурга давно не видел такой шумной компании. Звезды ингушской эстрады устроили настоящее шоу. Зажигательные песни, увлекательные танцы в исполнении юных джигитов – все это приковывает взгляды почитателей кавказской культуры.
Ассаламу алейкум. Маша Довод. Добрый вечер, дорогие друзья и уважаемые гости. Мы искренне приветствуем вас на концерте мастеров искусств Республики Ингушетия в славном городе Санкт-Петербург. Сегодняшний вечер посвящен главному событию – выборам президента Российской Федерации. Россия – самая большая страна в мире. Она занимает самую обширную территорию от Европы до Азии. Только в нашей стране есть полярный пояс, тундра, степь и даже тропики. Слово «родина» мы слышим часто. Оно знакомо нам с детства. Когда говорим о родине, мы думаем о месте, где мы родились, где прошло наше детство. Несмотря на то, что у каждого из нас с вами есть своя родина, но всех она объединяет одна большая Россия. После первого номера на сцену поднимается полпред Ингушетии в Северо-Западном федеральном округе и проректор архитектурно-строительного университета. Добрый вечер, дорогие мои земляки и с Ингушетии, из Санкт-Петербурга. Сегодня для всех войнахов торжественный вечер. Он посвящен Дням Ингушетии, которые будут проводиться в этом году. Мы в этом году будем подписывать вновь соглашение о взаимосотрудничестве с Санкт-Петербургом и с Ленинградской областью. Поэтому это как бы одно из первых мероприятий, которые будут проводиться в рамках проведения Дней Ингушетии. Вот. Я хотел бы на эту сцену пригласить проректора Государственного архитектурно-строительного университета Лапину Ирину Юрьевну. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые гости. Очень приятно, что именно Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет принимает сегодня здесь гостей из Ингушетии. Спасибо большое, что вы выбрали нашу площадку в качестве зрелищного такого знакового мероприятия. И очень приятно то, что ваш полномочный представитель в Северо-Западном федеральном округе наш выпускник. Я думаю, что наш университет гордится такими выпускниками. Очень приятно то, что наши выпускники помнят свою альма-матер и приходят сюда не только на эту сцену, просто пообщаться со своими преподавателями. Я здесь вижу очень много юных дарований и надеюсь, что это будущие наши студенты. Наши двери всегда для вас открыты. Я всем желаю приятного вечера и хороших впечатлений. Я пока несу подарок, хотел бы несколько слов сказать относительно своего родного университета. Не проходит ни одно мероприятие, которое приурочено каким-либо датам и где нам не оказывали бы содействие в лице ректора Рыбного Евгения Ивановича. Здесь побывал наш глава Республики Ингушетия Юнусбек Бамадгиреевич. У нас готовится соглашение о сотрудничестве и подготовке кадров, специалистов для нашей республики. Сейчас здесь учатся, я знаю, хорошие студенты, есть ребята, которые закончили высшее образование, поступили в магистратуру, у них есть желание и дальше учиться. Поэтому разрешите мне от имени главы республики зачитать относительно награды для ректора Евгения Ивановича. Грамотой награждается Рыбнов Евгений Иванович, ректор Государственного архитектурно-строительного университета, за вклад в подготовку для Республики Ингушетии высококвалифицированных специалистов в области архитектуры и строительства. Я думаю, вы передадите. Евгений Иванович в данное время находится в отпуске. Мы с ним буквально вчера созванивались. Он от своего имени просил меня всех поздравить с таким знаменательным для Республики Ингушетия событием. Хотел передать, но просил передать, чтобы этот сегодняшний вечер
стал родным не только для выпускников и тех, кто учится в этом университете, но и для наших гостей, которые пришли сегодня в наш университет. Ирина Юрьевна, я благодарен вам за ваше содействие. Я обязательно скажу Евгению Ивановичу, что все было сделано на хорошем, высоком уровне. И, как говорится в том фильме, «Цветы женщины». Здесь есть книга, вот, это ингуши, георгиевские кавалеры российской императорской армии 19-20 веков. Концерт в рамках Дней культуры Ингушетии в северной столице проводится в честь выборов президента страны, которые пройдут 18 марта. Санкт-Петербург – один из самых многонациональных городов не только России, но и мира. Здесь в дружбе и согласии проживает более сотни народностей, поэтому подобного рода мероприятие только сплачивает людей еще сильнее. Безусловно, Петербург является одним из центров крупного скопления проживания мусульман в России. Это практически второй центр, второй субъект в России по численности официальной статистики. Здесь 1 400 000 мусульман. Безусловно, и большая составляющая из него является выходцев из Кавказа. В рамках нашего духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области есть организация, местная религиозная организация «Зикр». Возглавляет ее Мухаммед Хадзиев. Она является у нас одной из активных организаций, которая имеет в своем начале этническое понимание. Это организация, объединяющая ингушей в Петербурге. И, безусловно, подобные организации являются необходимыми в нашем городском субъекте, чтобы мы могли проникаться культурой, традициями народов. И, безусловно, данные события, когда собираются не только в религиозном формате, а также в светском формате, и когда приглашаются представители других конфессий, других национальностей, религий, и мы все дружно вместе смотрим ту традицию, которая сформировалась испокон веков, и она нам говорит, что все народы, все общины являются в своем изначальном понимании настроены на дружелюбное, на мирное сосуществование. И когда мы видим, как народ гордится своей культурой, начинается гордиться ее культурой и другие. И это является как раз одной из площадок, чтобы общество в городском формате жило достаточно дружно, близко, понимая друг друга, традиции и культуру его. Сегодняшнее мероприятие напросилось давным-давно. Действительно, надо благодарить за это мероприятие представителя Ингушетии Юнуса Хавутиева и также наших спонсоров, благотворителей Магомеда Гадаборшева, Зураба Картоева и Аплиева, то есть, и Магомеда Альянова. Они сделали огромное дело. С культурой, искусством ингушей, чеченцев, вайнакского народа Петербург должен быть знаком, и должны знакомить его мы, в первую очередь. Начало было положено в 2010 году приездом сюда детского ансамбля в Ленинградскую область Сунжа. Действительно уникальный ансамбль, проделали огромный путь в рамках фестиваля народов Ленинградской области и России. И сегодняшнее мероприятие действительно укрепляет дружбу народов, в первую очередь, популяризирует нашу культуру, культуру вайнакского народа. Самое главное, в таких городах, как Петербург, Петербург все-таки является культурной столицей России, мы должны чаще появляться, мы должны показывать свою культуру, обычаи, адаты, все то, что хорошее есть в наших народах. Тогда действительно мы можем жить спокойно, дружно в этом великом государстве и в этом прекрасном городе. Ингушская диаспора, проживающая в городе на Неве, многочисленная и сплоченная. Многие наши земляки достигли здесь больших успехов в самых разных сферах. Но свои корни эти люди никогда не забывают, и поэтому на концерт пришли с огромным удовольствием. تخيلني قلت إيش دردي هنا غلغي قصدي هنا بيتربورغ سوهان دوق داتر ناخا دي مصنينا دي هنا دعدوجي تاء ناخا في فقم ده في إيمان ده في حاقل ده
فت بوزن درجة اسحم دعوش داريت دي هنا تهان اسحواشا يلا تروقا مس وغلا وزمالهم غلا قهيجش حبي أحكام تدع تهان دي حخوت بين دي هون نخبقش تان حبي أحكارش تروت الغلق بيزم شامبلش حبي أحكام نخبقش تان أجر ديك هذا فت أصل دي هنا سجى ديك هذا فت إيمان صابر سجت إيمان خلي سجت صابر خلي مالك أما أزوالي مالا دي هنا دغ دي هنا اسقيك بجوالي تسقى حوت الغلق شام بيزد بيدات تقدر تسوي ماشين الخم خوي بوصل دينادو تغياهش خاصة عملية دش نحن بيتي أجناح دي هنا ويت بواتك دي هنا دحيت خيتش ويدي تأن ويدي هنا داش ليل بنق حق تسوي حدو أجدر دحيت يسقي. Я считаю, что такие мероприятия нужно проводить регулярно, по возможности, конечно. А вообще Петербург изначально уже более 300 лет самый многонациональный, один из самых многонациональных городов России. И он изначально был очень многонациональным и поликонфессиональным. И поэтому для нас, ингушей, которые здесь проживают, всегда очень важно, когда к нам приезжает кто-то из республики, потому что мы можем показать культуру нашего народа. Наш народ имеет вековые корни, это очень древний народ, и у которого очень хорошее прошлое. И нам не нужно стесняться, что у нас что-то не так или не так складывается, потому что героев много было у нашего народа. И вот то, что происходит в настоящем, ну вот сегодня в преддверии 8 марта, вот это даже символично для Петербурга. Мы, как говорится, стояли, можно сказать, у истоков таких мероприятий лет 15-18 лет назад. У нас культурно-просветительский центр здесь работал, Таргим. И мероприятия такие проводились регулярно. У нас были и спонсоры, были организаторы этих мероприятий. Очень часто проходили они, как минимум 1-2 раза в год. И это было достаточно плодотворно. Лемон Альгиева, ансамбль Таргим, Алаудин Исмурзиев. Каждый из этих исполнителей привез в северную столицу России кусочек родной республики. И поэтому в зале царит теплая атмосфера. Yeah.
Лема Нагиева, заслуженная артистка Республики Ингушетия. Давайте звук побольше, Глеб, я протяни звук. Встречал я в жизни много, немало пройдено дорог, но край ингушский незадорога.
Спасибо, ну очень добрый вечер. Очень приятно вас всех здесь видеть. Вот, надеюсь, что вам понравится этот концерт. Но вы поактивнее давайте, не уставайте нам аплодировать. И сами танцуйте. За кого голосуете? Спасибо большое. Давайте еще раз поаплодируем Лене Нагиевой. Ингушетия – это великолепие древних народов, это мудрость людей, которые веками учили жить в мире добрососедства. На эти ценности мы должны обратить внимание. Как известно, патриотизм есть основа сплочения нации, возрождения духовно-нравственных устоев общества. Подобные творческие встречи способствуют единению народов России и демонстрируют наше стремление сохранять свои корни, национальную самобытность и традиции, приумножать достояние национальной культуры. Ну а сейчас я хочу пригласить на эту сцену восходящую звезду, местную девочку Марьям Калимулаеву. Давайте встретим ее аплодисментами. Done it
завершении мероприятия состоялась торжественная церемония награждения организаторов и участников мероприятия. Я хотел бы всех поблагодарить, кто сегодня выделил нам время, пришел сюда. Без вас, дорогие друзья, без лидеров национально-культурных автономий в нашем городе здесь не было бы межнационального согласия. Вот те люди, которые сидят слева от меня, справа и в центре, я думаю, это лидеры настоящих своих национально-культурных автономий. Я хотел бы от имени всех их пригласить сюда на сцену президента Войнахского конгресса Элиха Вахаевича и президента казахской общественной организации Атами Кем Сасимгадин Акуловича. И я думаю, мы им предоставим буквально несколько слов, что они думают о нас, о войнах. Сначала. Дорогие товарищи, действительно, когда еще Советский Союз, я человек немножко старшего поколения, когда чеченцы и ингуши приехали в Казахстан, я был на 2 классе, а Шамшидин должен был на 3 класс. Но как так русской школы не было, пришлось ему сесть со мной. Поэтому я могу сказать, 20 века знаю чеченцев и ингушев. Но то, что здесь мы дружим, Юнус уже сказал, многие знают о том, что, наверное, мир, добро держится, наверное, в дружбе. Но старшее поколение, наверное, знает, Шуров, комитет внешней связи, говорил так: если каждый народ будет праздновать, некогда будет нам ссориться. Поэтому спасибо вам огромное. Я хотел бы пригласить на эту сцену, к сожалению, Зураб Плеев, он уехал, пригласить сюда Лянова Магомеда. Фатима, ты где? Дорогие друзья, я, с вашего позволения, я хотел бы поблагодарить Лянова Магомеда за его неуемный потенциал. Это человек, который слово чести, достоинства, Плиев Зураб, Магомед Гадаборщик, который находится рядом со мной. Люди, если я кого-то упущу, я прошу меня заранее простить. Значит, в этом городе Ингушетия представлена 3 организациями. Это представительство Ингушетии в Северо-Западном федеральном округе, межрегиональная общественная организация Ингушский культурный центр Таргим и местная религиозная организация мусульман Зикр. Возглавляет эту организацию Хадзи Магомед. Вот, находясь в этом городе, мы не мечтали о том, что наступят те времена, когда в нашем городе можно было бы нормально находиться, я имею в виду в плане общения на межрелигиозной почве. Наш город всегда был впереди России, здесь всегда зарождалась любая наука, здесь зарождались самые смелые идеи. И благодаря нашему городу много новых идей и воплощений дальше продвигается по всей России. В финале встречи традиционное общее фото на долгую память.